Добрый вечер. В эфире передача «Новый Крым». В гостях у нас Рустем Немитулаев, зампредседателя общественной организации «Крым Берлиги». Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите о вашей организации, цели, задачи, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, что касается нашей организации, то есть мы первая общественная организация крымско-татарская, которая в 2014 году зарегистрировалась в правовом поле Российской Федерации. Да. Наши цели и задачи, первые основные были, это интегрирование крымско-татарского народа в российское правовое поле. Да. Почему? Потому что это новое государство, мы понимаем, много стояло вопросов, также перед всеми жителями Крыма, не только перед крымскими татарами. Но наша основная цель и задача была помощь в первую очередь крымским татарам. Да? Также разъяснительная работа велась в преддверии референдума, да, с населением крымско-татарским, что российское государство – это не враг нашему народу. То, что навязывалось и агитировалось Меджлисом, мы все об этом прекрасно знаем. И риторика их на сегодня не меняется на международных площадках. Вот. И наша организация по сей день, мы уже открыли порядка 5 офисов разных регионов Республики Крым. Для чего мы их открыли? Опять же, да, то есть это юридическая консультация, разные там правовые взаимоотношения с государством, с государственными учреждениями. То есть на сегодняшний день много вопросов, да, у людей, мы же понимаем, это и земельные вопросы, там, и разного рода юридические вопросы. Вот. То есть вот наша деятельность и еще развитие спорта, молодежи, то есть чтобы молодежь воспитывалась в правильном русле, чтобы она не шаталась по улицам, не курила, не пила, здоровый образ жизни. То есть вот эти наши основные задачи, которым мы сегодня занимаемся. Также наши структуры были направлены в свое время обращения в ООН, в ЮНЕСКО, да, то есть опровержение, опять же, тем политиканам, которые сегодня, можно сказать, отрабатывают заокеанские гранты. То есть мы международным институтам объясняем, что на сегодняшний день ту информацию, которую они дают, она не является действительной. Что крымские татары интегрировались, они живут в российском правовом поле, и Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Об обращении мы чуть позже поговорим. Расскажите, как ваша организация зародилась, кто в нее сейчас входит и сколько членов? Ну, давайте так. Наша организация, она зародилась во время референдума. Да? То есть мы принимали активное участие, мы видели, какое сопротивление оказывал Меджлис тем крымским татарам, которые хотели принять российское государство и участие в референдуме. Вот тогда и возникла мысль создать общественную организацию. Крым Берлиги – это в переводе «Единство Крыма». Да? Что оно в себе несет? Это единство, это значит объединение всех народов, всех национальностей, вообще, которые живут в Крыму, чтобы независимости от этнического происхождения, от вероисповедания, национальности, люди чувствовали себя комфортно, близкими друг к другу людьми. Вот эти задачи перед нами стояли, и в июне месяце 2014 года мы презентовали нашу организацию, и с того момента мы существуем. Потом на базе Крым Берлиги мы создали общественный совет крымско-татарского народа, куда вошло 26 общественно-политических организаций. Также председателем был избран наш председатель Немитулаев Ситомир Нуридинович. И вот на сегодняшний день вот что себе несет Крым Берлиги. И на сегодняшний день у нас принято порядка 16 тысяч заявлений людей, которые вступили в нашу организацию. С открытиями офисов в районах количество людей с каждым днем растет. Люди приходят, вступают в организацию. Ну, вот так мы развиваемся, работаем. Расскажите, в каких городах есть офисы и где планируется еще? Мы на сегодняшний день первый офис мы открыли, ну, понятное дело, это в Симферополе у нас был офис, да, главный. Вот. В Джанкое, это Джанкойский район полностью мы охватываем. Красногвардейский район, в Красногвардейске открылись. Бахчисарай, тоже район, можно сказать, сложный в плане политическом в нашем национальном вопросе. Там мы открылись, в Белогорске. И Судак. Есть планы еще открывать отделение? Ну, планы есть. Понимаем, что нам надо в Керчь, то есть тот регион, да, тоже закрывать. И на сегодняшний день у нас рассматривается и занимаемся сейчас это Армянском.
То есть, Есть такой запрос, да, люди спрашивают? конечно, конечно, есть запрос, и люди с удовольствием поддержали. И что нас радует, к нам идут люди разных национальностей. Знаете, поначалу, когда мы даже открылись в Джанкой, люди приходили и говорили, а что это общественная организация не только для крымских татар? Мы говорим, да нет, ради бога, заходите, мы абсолютно бесплатно, еще раз повторюсь, бесплатно мы создали юридический департамент. У нас сегодня порядка 7 юристов работают, да, и выездные тоже выезжают, когда собирается большое количество А по граждан. каким вопросам можно получить консультацию? По любым. Вот все, что касается людей на сегодняшний день, правовых, там, в хозяйственной части, там, в гражданской части, то есть вплоть до того, что мы участвуем в процессах, в судах и людям помогаем абсолютно бесплатно. Все вот юридические моменты мы оказываем бесплатно. Также Кроме мы, юридических, чем вы еще занимаетесь, помогаете? кроме юридических, мы помогаем малоимущим, да, мы помогаем ветеранам. Мы помогаем, на сегодняшний день я являюсь почетным президентом Федерации греко-римской борьбы в Симферополе. Да. Мы вот перед Новым годом отремонтировали, предоставили зал. На сегодняшний день там в 3 смены тренируются дети. Вот Это где? Это в Симферополе, по Кирова-2, центр города. Вот. Опять же, с благословения и главы республики, и президента Федерации Джамала Джамамекова. И также нас поддержал наш почетный олимпийский чемпион Рустем Казаков. Вот. И на сегодняшний день мы также заканчиваем реконструкцию зала в Белогорском районе в поселке Зуя. И мы надеемся, что мы его в начале марта, где-то в первых числах, его тоже откроем. И детишки абсолютно бесплатно, еще раз повторяюсь, абсолютно бесплатно, все тренируются, занимаются в этих залах. А сколько детей-то сможет тренироваться? Это борьба тоже, да? Да, это борьба, то есть мы себя не отделяем от республиканской федерации, еще раз повторяюсь, мы по этой программе идем, то есть на сегодняшний день количество детей, вот даже в Симферополе, это порядка 100 детишек, которые на сегодняшний день тренируются каждый. То есть в марте уже, наверняка откроется, да? В марте, да. Нет, то, что в Симферополе, он уже работает, мы его перед Новым годом открыли, а то, что касается поселка Зуя, да, это вот в марте месяце, он уже на 99,9% готов, мы просто ждем маты, да, то есть дети могут тренироваться. Это тоже модульная конструкция, да? Нет, это в существующем здании, вот, мы полностью там его отремонтировали и подготавливаем его на сегодняшний день в эксплуатацию. Я так понимаю, вы будете участвовать и в подготовке к выборам. В чем заключается эта подготовка? Ну, в чем заключается? Это в первую очередь мы должны показать, опять же, да, недругам нашего государства, те, которые сегодня постоянно на всех международных площадках кричат, что крымские татары не будут участвовать в выборах. Так вот я вам скажу, что 13 января мы собирались в актовом зале гостиницы «Москва», где провели мы общественный совет крымско-татарского народа под руководством, опять же, Крым-Барлиги. Была принята резолюция в поддержку действующего президента, что вот наша организация и крымские татары готовы участвовать в выборах и поддерживать этого кандидата. А в чем основные причины? Основные причины, вы поймите, да, живя в бытность украинскую 25 лет, крымско-татарский народ не был реабилитирован. То есть это клеймо на нас висело, да, клеймо предатель. То есть наши старики ждали, многие этого не дождались. Первое, что сделал президент, это в 2014 году, в апреле месяце, 12 апреля, был реабилитирован крымско-татарский народ, там и другие народы, армянский, греческий, там это сам. Вот. Потом на сегодняшний день наш крымско-татарский язык, опять же, он является государственным языком в Республике Крым, наравне с русским, украинским и крымско-татарским. Дальше. На сегодняшний день также строится соборная мечеть, о которой мусульмане всего Крыма мечтали. Вот. На сегодняшний день она тоже строится, и быстрыми темпами мы видим, какое сооружение получается, да. Я так понимаю, крымские татары очень внимательно за этим наблюдают и радуются. Да? Очень внимательно наблюдают, я мало вам скажу. И многие не верят, знаете, поначалу не верят. Да, ну что там анонсировали, что мечеть будет, ее нет. Потом, опять же, справки о реабилитациях, да, то есть немаловажный фактор. Потом земельные вопросы, да, что был, опять же, указ и президента, и главы республики, и принят Госсоветом Республики Крым закрыть этот вопрос. На сегодняшний день им занимается. Вот, тоже основной вопрос
Ну, не только для нашего народа, но в первую очередь и нас это тоже касается. Потом мы видим, что построилась большая школа на Фонтан, да, опять же, имени Героя Советского Союза Алими Абдынановой, она была крымской татаркой признана. То есть много посылов от государства, от руководства, да, от президента, что в российском государстве на этносы, на национальности людей не делят. То есть все равны. То есть если вы живете в рамках российского государства, в правовом поле, да, придерживаетесь Конституции, пожалуйста, для вас все двери открыты. И поэтому для крымских татар, для нас принято решение обязательно участвовать в выборах. Да. Я так понимаю, вы декларируете не просто там поддержку как конкретного, да, кандидата, а и в принципе то, что человек должен прийти на выборы и сделать свой выбор, да? Ну, конечно, да. Ну, я еще раз вам говорю, что мы от своей общественности, да, мы призвали, то есть все народы, да, но в первую очередь крымских татар. Почему? Потому что, на большому сожалению, на международных площадках через призму крымских татар пытаются расшатывать там ситуацию, что здесь все не так, и крымские татары живут плохо. Поэтому мы активно показываем, что мы готовы участвовать в выборах, да. Кого мы поддержим, мы уже анонсировали, да, кому мы отдаем предпочтение, то есть действующему руководителю. А там, конечно, у каждого человека свое мнение. Но самое главное, чтобы они активно принимали участие в выборах. И мы знаем, что не менее 60%, не менее, это на сегодняшний день мы свой срез, да, делаем, все равно наш народ пойдет на выборы и будет в них участвовать активно. Угу. Какие у вас сейчас еще проекты реализуются и что в планах в ближайшее время можно будет увидеть? Ну, в ближайшее время что можно будет увидеть, то есть мы сейчас об этом говорили, это в первую очередь мы сегодня активно занимаемся молодежью, да, то есть это строительство спортзалов, чтобы наши дети могли участвовать в соревнованиях, то есть воспитывать в них правильный дух. А второе, то, что мы на сегодняшний день активно занимаемся, еще раз говорю, да, то есть это немаловажный фактор. Почему? Потому что для людей, которые на работе, либо стариков, пенсионеров, прийти там в госучреждение, простоять полдня в очереди, это очень сложно, да, то есть отнимает много времени. Мы абсолютно, почему, опять же, я говорю, мы будем развивать и дальше наше отделение. Мы видим от населения поддержку в этом вопросе, мы видим их благодарность. Дальше, конечно же, мы хотели бы свои представительства, наверное, у нас есть потребность, у нас есть обращение, опять же, от наших соотечественников, те, которые остались в Узбекистане, те, которые на сегодняшний день живут в Казахстане, они просят, можем ли мы как-то, то есть нас что радует, что нас признали наши соотечественники, не только живущие в Крыму, да, то есть мы видим, что нам на сегодняшний день наши соотечественники пишут с Канады, там, с Румынии, с Турции, да, в Турции. Что пишут? Пишут, что да, они радуются, они интересуются, на самом ли деле в Крыму уделяется внимание, да, то есть нашему народу, на самом ли деле, что эти процессы, которые анонсированы были президентом, они воплощаются в жизнь. Ну, я так понимаю, аргументов ответить достаточно. Аргументов очень много. Мы, во-первых, активно работаем в социальных сетях, пока стараемся показать каждый шаг разъяснительный, и соотечественников это радует, и поэтому даже люди, которые живущие вне Российской Федерации, да, наши соотечественники, они вступают к нам в организацию, то есть по электронной почте присылают свои эти самые фотографии. Да. То есть, ну, мы считаем, что это такой хороший посыл, и нас это радует. Ну, я так понимаю, вы на этом не остановитесь. Что еще в этом году? Следующие какие-то проекты? Уже есть ли что-то в планах? Вот поделитесь секретом. Ну, вот вы понимаете, что такое общественная организация, вы понимаете, да? То есть на уровне общественности мы в этом году, да, то есть, опять же, самая основная задача на ближайшие там 5 недель — это выборы президента, да, то есть это вот активно, чем мы на сегодняшний день занимаемся, да. Второй момент – это, опять же, усиление наших позиций, я имею в виду в регионах. В регионах, да, в регионах и среди нашего населения, среди наших соотечественников, да, то есть показывать, что на сегодняшний день, то есть что радует, что в российском государстве любое обращение, которое написал чиновник, ты тут же получаешь ответ. Это немаловажный фактор, то есть мы видим, что закон и конституция государства работает, и с каждым днем, шаг за шагом люди в этом убеждаются. Вот это наши основные цели и задачи.
Ну, в финале тогда предлагаю с наступающим уже завтра праздником 8 марта поздравить наших женщин. Да, в преддверии 8 марта хотелось бы всех женщин, всех мам Крыма, всех жен, дочерей, сестер поздравить с этим Международным женским днем. Женщина – это мир, женщины несут мир, да, человечеству, поэтому вам всем здоровья, терпения и всего самого наилучшего. С праздником вас, дорогие женщины! Мы присоединяемся, наш коллектив, наша передача тоже присоединяется. Любви, счастья и настоящих солнечных дней под крымским небом. В гостях у нас был зампредседателя общественной организации «Крым Берлиги». Вам успехов, а вы не переключайтесь, мы увидимся через неделю с новыми интересными гостями. До свидания.